Научно-образовательный центр мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития» на текущий момент объединяет сразу 5 регионов северо-востока России. Это Камчатский край, это Сахалинская, Магаданская области, это Республика Саха-Якутия, конечно же, и это Чукотский автономный округ. Все вместе мы объединяем и осуществляем трансформацию, которой работает бизнес. Наша главная задача – это ускорение трансфера технологий и обеспечение как можно большего внедрения тех технологий, которые создаются нашими учеными, непосредственно на производственные площадки, в бизнес, для того, чтобы жизнь наших граждан, жизнь жителей северо-востока страны, она менялась в лучшую сторону. На текущий момент мы прежде всего фокусировались именно на технологическом развитии. Но в том числе возникает вопрос, где же находится это поколение новых ученых, молодых ученых, которые непосредственно будут включаться в эту повестку и будут разрабатывать уже новые решения для нового бизнеса и для новых жителей. Именно поэтому для нас набирает актуальность работа именно со школьниками. Вместе с тем, отметим, что 2024 год в Республике Саха-Якутия, он отмечен и назван годом детства. Да, соответственно, мы планируем усилить эту работу по данному направлению. На сегодняшний день мы применяем довольно ограниченный спектр работы со школьниками. Это лекции, которые мы проводим в школах. Конечно же, ученые НОТ Север регулярно рассказывают о своих наработках и в улусах, выезжают в районы. Мы рассказываем практически подшефный, это физико-технический лицей. Очень часто я лично провожу там лекции и говорю о том, что мы делаем конкретно применительно для жителей республики. Вместе с тем мы уже второй год подряд принимаем участие в фестивале «Наука 0+», где представляем технологии, проводим научные викторины и максимально вовлекаем в эту повестку. Совместно с другими регионами недавно и совместно с Академией наук Республики Саха-Якутия с участием школьников, студентов из других регионов мы проводили круглый стол «Ученый как карьера», где тоже подсветили и максимально рассказали, заинтересовали наших молодых ребят, которые, я надеюсь, в будущем отчасти придут в научную сферу. Да. Мы активно откликнулись на призыв Михаила Чиросова и активно вовлеклись в эту повестку, собрали участников. И стоит отметить, что на совещание пришли заинтересованные лица, в том числе заместители губернаторов, заместители председателя правительства регионов. А это значит, что это очень актуальный вопрос. И вопросы развития школьников, профориентации школьников, они поднимаются не только у нас в регионе, они поднимаются по всему Дальнему Востоку. Поэтому я уверен, что в этом году привлекли Приморский край и Чукотку. В следующем году проведем уже во всех регионах НОЦ, вовлечем их так или иначе в эту работу, потому что потенциал достаточно высокий. И мы заинтересованы в подобного рода мероприятиях, потому что это также помогает нам развивать человеческий потенциал, готовить человеческий капитал в регионе и в том числе способствовать, чтобы хорошие кадры, они обладали здоровой толикой патриотизма и оставались в регионах, в которых они родились, и имели все возможности для самореализации в этих регионах. На текущий момент, если говорить об участниках НОЦа, то их более 50, это научные организации, это образовательные учреждения и это, конечно же, бизнес. Мы максимально готовы вовлекать каждого, мы максимально готовы расширить наш пул участников. Буквально недавно подводили итоги, за прошлый год было подписано 34 соглашения. 34 соглашения, и в том числе мы готовы максимально работать, может быть, даже над расширением границ. У нас появился уполномоченный представитель в Китайской Народной Республике, уполномоченный представитель НОЦ, и было бы здорово, возможно, сделать
ну, в будущем уже такие международные мероприятия, либо с привлечением экспертов из Китая. Поэтому потенциал взаимодействия, он огромный. Желание, патриотизм, лояльность у нас достаточно высокие по отношению друг к другу. Поэтому я уверен, что из вот такой прекрасной формулы родится только успех. Поэтому желаю нашим участникам обязательно верить в себя, обязательно не бояться участвовать и готовиться, конечно же, к этому, потому что это очень ответственное и важное мероприятие. И желаю, чтобы здоровая толика успеха и удачи тоже сопутствовала в рамках этих соревнований, в рамках этого мероприятия.